начинает с молотка, потом тосильными станками и до мелкой такой шкурки, чтобы довести. Определенные станки все равно, индивидуальные станки надо. Потому что если грани неправильно сделаешь, при настройке хомуса там мучиться будешь. Если язычок кривой будет, тоже мучиться будешь. На якутском хомусе там 10 граней, 8 граней на корпусе и 2 граня на лезвии. И чтоб ровно вот так совпадали, это надо, чтоб уметь стучать, его чтоб поближе, подальше, чтоб прямо стали. Это очень муторная работа. Пока люди не знали железа, они изготавливали хомусы из имевшихся в их распоряжении материалов. Так кеты, манси, нивхи, ханты делали варганы из кости. Башкиры, казахи, туркмены предпочитали дерево, а китайцы – дерево и бамбук. Металлические хомусы появились гораздо позже и благодаря огромным звуковым преимуществам оттеснили прочие на второй план. Вначале они были похожи по форме на своих предшественников из дерева и кости. Затем возникла модификация – добавление кольца, делающего звучание более громким и выразительным. Такие хомусы получили название дуговых, именно им исполнители отдают предпочтение по сей день. Пластичные дуговые хомусы позднего образца получались в результате ковки металлического прута – железного, медного, бронзового или серебряного. Их поверхность украшалась инкрустацией и выгравированными магическими символами, имеющими вид орнамента. Подобными рисунками покрывался и футляр, в котором хранился хомус. Он определял принадлежность хомуса и показывал его характер. К изготовлению варганов везде относились очень ответственно, независимо от того, из железного, бронзового, медного или даже серебряного прута ковался инструмент. Это дело доверялось только самым умелым кузнецам. В настоящее время лучшими варганами в мире считаются инструменты якутских мастеров Гоголева, Бурцева, Михайлова и Готовцева. Роман Ильич признается, что для изготовления одного хомуса может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. Все зависит от материала, из которого мастер планирует изготовить инструмент. Роман Ильич делает хомусы из простого металла, нержавеющей стали и дамасской стали. И последний материал является самым капризным. Да и то до последнего момента сам мастер не может предугадать, каким получится инструмент и зазвучит ли он жаворонком или останется глух и нем. Про дамасскую сталь вообще громко сказать не могу. Это зависит от работы, очень сложная работа, она может расслоиться, может там раковина получаться. Так что точно такой хомус выйдет, это очень трудно сказать. Когда вот первый хомус дамасской стали начал делать во время отпуска, только 2 хомуса, только вот, как сказать, вот такую квадратную полоску сделал во время за полтора месяца. Вот видите, вот это тоже вот трещина. Это дамасская сталь, но уже вот трещина есть, уже только вот пользоваться можно с этим. Так что очень трудная работа, и там не стоит сказать, что я могу его завтра закончить. Это сложная работа. Но, по-моему, если добьешься, то, конечно, мастеру хорошо, приятно, когда заканчиваешь, наконец-то я добился своего. И, по-моему, это для того, что показывает, что это уровень мастерства.